вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на премьере оперы Всеволода Задиратского «Валенсианская вдова» в постановке колледжа искусств Республики Коми. Мы приглашаем на сцену директора колледжа искусств Степана Павловича Кубика. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень приятно сегодня вместе с вами праздновать нашу премьеру, ведь это премьера в большом смысле слова. Сегодня на этой сцене вы увидите учебный театр колледжа искусств под руководством Владимира Юрковского. В оркестровой яме сидит наш учебный симфонический оркестр под руководством Александра Титаренко. В целом наш проект, конечно, он открытие, это высокая честь, и мы будем нести ее с достоинством. И, конечно, этот проект стал возможен благодаря инициативе нашего замечательного вдохновителя Колтаковой Татьяны. Отдельная благодарность. Благодарность, конечно, всему коллективу колледжа искусств, команде, которая работает над проектом, Любови Беззубовой, Наталье Перелетовой, главному художнику и дизайнеру этого проекта, и, конечно же, педагогам и коллективу колледжа искусств за их труд, за тот талант, который передают нашим студентам, замечательным, который мы сегодня будем видеть. Для них это тоже открытие, новая ступень и новая лестница к будущим успехам. Благодарим мы Театр оперы и балета, наших друзей, партнеров, которые дают нам возможность рисковать, для себя открывать новые горизонты. Это очень приятно, это достойно и огромная им благодарность. Конечно же, этого проекта не существовало бы без фонда Задиратского, который позволил нам эту премьеру реализовать. Сегодня Всеволод Всеволодович Задиратский мог бы быть в нашем зале, но он, к сожалению, не успел и не смог прилететь. Поэтому он сегодня вместе с нами, он смотрит прямую трансляцию, которая тоже происходит на весь мир. Есть у всех возможность увидеть то событие, которое сегодня будет здесь происходить. И в зале сегодня сидит наш почетный гость, композитор, заслуженный деятель культуры и искусства Российской Федерации, автор оркестровой версии «Валенсианской вдовы» Леонид Гофман. Здравствуйте, дорогие музыкальные друзья. Я не знаю, как сказать, я даже обескуражен, я никак не ожидал такого успеха творческого и такого успеха зрительского. И вообще, глядя на аншлаг, я понимаю, что Республика Коми сделала свой геополитический выбор, что Россия – это Европа. Потому что вы пришли на оперу. Опера необычная очень. И, конечно, замечательно то, что осуществил этот проект. Вообще Владимир Иванович очень любит неожиданные проекты. Но это сделано руками и смычками молодежи. И, как известно, без подлеска лес не растет. И это браво молодым кадрам. Причем здесь я? Я здесь вот по какому случаю. Дело в том, что Всеволод Петрович Задиратский замечательная личность, человек благородный, человек чести, который, его судьба драматическая, понимаете, все мы любим думать, что
что рукописи не горят, что справедливость существует. Ну, я как-то не очень в это верю. Я думаю, что единственная форма существования справедливости – это законность. Но когда законности нет, понимаете, здесь уже трагедия Задиратского. Понимаете, и можете себе представить все-таки человек, который в Магадане пишет музыку, сочиняет прелюдии и фуги. Понимаете, это... Он не заслужил такого места жительства, таких условий. И вообще, когда на музыканта одевают наручники, да, это как рыбу ножом, понимаете, это невозможная вещь. Вот. Он написал эту оперу, я об этом узнал от нашего замечательного музыковеда, сына Всеволода Петровича, Всеволода Всеволодовича Задиратского. Лет 15 тому назад я узнал, что его отец написал эту оперу полностью в клавире, то есть это для рояля. Но это не оркестровано. Вот. И я понял, что это мой долг по отношению к такому замечательному музыканту и человеку помочь осуществить постановку. А для этого нужно было оркестровать, что я и с большим удовольствием и делал. Ну, я вам мог бы много рассказывать, но боюсь, что вы пришли послушать музыку. Разрешите, я просто, значит, расскажу кое-что об этой опере. Значит, это пьеса классика Лопе де Вега, и на сцене будет следующее. «Валенсианская вдова». Я это эссе тоже написал лет 15 назад, да, но оно как раз к сегодняшнему дню подходит. Ясно, что самое дорогое в жизни – это то, что за деньги не купишь. Здоровье, дружба, счастье. С любовью особенно сложно. У молоденькой вдовы есть все, кроме любви. Но любовь зла, жажда любви мучительна, а реализация желаний таит в себе много опасностей. И она боится всего. Как бы не обмануться, как бы не обречь себя на неудачу, не загубить своего честного имени, не стать осмеянной. Она молода и неопытна. И это лишь полбеды. Она богата и знатна, но это лишь усложняет дело, становясь огромной проблемой. Как уберечь себя от молвы и сплетен? Как уберечься от тех, кого прельстило ее положение или ее богатство, не она сама? Ответ найден. Тайная любовь. Реализовать свой темперамент, но так, чтобы никто, включая ее любовника, не смог ее скомпрометировать. Пусть за все заплатит колпак и темная ночь. По счастью, благодаря высшим силам, о чем и молится церковный хор, все сложилось как нельзя лучше. В мир вернулась гармония. Страсть обернулась любовью.
Так нежно, что я у этого окна, вплоть до зари, хоть ночь длинна, согласен простоять прилежно. Небо богатой, благородной, красиво жить не без страстья. Когда достаточно для счастья быть женщиной и быть свободной. Давай я вас люблю так нежно, что я у этого окна, вплоть до зари, хоть ночь длинна, согласен простоять, стоять. Мешает разума вино, любовь к затворнице прекрасной. Сит мой разум, как оно. Ах, пусть я под снегом коченею, хотя здесь редко снег идет, пусть тяжкий сон меня гнетет, я как скала каменею. Я ночей не буду спать, все ночи буду коротать. Прикован к милому порогу, и кто приблизится, ей-богу, тому вовек уже не встать, тому вовек уже не встать, тому вовек уже не встать. Серенады распевай, моей дочурке приставай, чтоб на закаты притонул, и на реке Вода с горы свергается стремительно. Среди камней, ища свой путь, старательно и хрусталем блестит очаровательно. Пока земля не съест ее медлительно. Мои страдания
возрастет мучительно. Несчастный дух мой губят окончательно, и ход надежды расцвести желательно. Ее цветы увяли все решительно. Увяли все решительно. Лиссандра, вы? Валерий, вы. О том. Вот встреча. Встреча — это не в честь ли некой вдовы? Влюбленный требует ответа. Возможно ли, чтоб эта дама свой дом считала сенью храма? И так плела смешной обед, чтоб стольким рыцарям в ответ лишь не да не твердить упрямо. Нет, невозможно, молвить честно. Я полагаю, что она навряд ли к святости склонна. Я полагаю, что она навряд ли к святости склонна. Я полагаю, что она навряд ли к святости склонна. Навряд ли к святости склонна. Она Здорова, молода, проедает без проедает труда. без труда. Четыре тысячи года. Здорова, молода. Ужель она в течение года не зябнет ночью никогда? Валерию, цель сближает нас. Сближает и меня, как видно. Но как же быть нам всем за раз? Не спорить с вами мне обидно, а спорить я обижу вас. Пустое. Случай не тяжел. Друзей не ссорят состязания. Согласие и соревнования не сядут есть за общий стол. Хотите мой совет, друзья? Скажите, Перестать встречаться. Борьба у каждого своя. друг с другом больше не знаваться? Кого бы из вас не встретил я не скажу ему ни звука. Между нами вечная разлука. О, несравненная вдова! Перл волшебные естества. О, восхитительная злюка!
прочими царит. Когда вы так вздохнете тяжко и склоните печальный взгляд, любой побьется об заклад, что вы без 3 минут монашка. Нет, жить монашкой вам не впору, чтоб песню заменил псалом. Я не сочувствую ни сеньора, вам не нравились святом. Жизнь превратив свой дом в обитель, молитву только возлагаю. Ведь это значит, как хотите, ограбить начисто себя, ограбить начисто себя, ограбить начисто себя. Не взглянуть украдкой даже. О, Боже, что, быть может, гаже подобной жизни пресвятой. Я не из рода знатных дам, не из служанки шатка, чего наши свои четки. И я жизнь за нее не отдам. Я по земле хожу ногами, не помираю ногам. Бесплодно жить святыми снами, не собираюсь я пока. Монастырь уготован не для меня, он не по мне. И жить, сеньора, право слово, не так уж плохо на земле, не так уж плохо на земле, не так уж плохо на Все будет, Марта, милый друг, как порешит Господь. Не так ли? Мирская слава вспышка пак. Пылает миг и гаснет вдруг. Я жажду только одного. Меня влечет одно призвание. Нести достойно вдовье звание. И мне не надо никого. А если встретится жених? О, Боже, Марта, что за слово? Я от мужчин бежать готова. И говорить не смей про них. Чтобы сюда вошел неспокойно лето, не увидел жжёнца, стерет меня, сильный душу придет, и воронит, и любовь, и сжёшь, стать же описал судей, и любви своей створишь. Пушки тесны для красы, целый месяц не снимаю, слово
молодца, у них и книги, и гравюры. Не маскарадные фигуры? Без масок оба молодца. Чтоб не посмел сказать никто, что к благочестию я остыла, пускай войдут. Я бы купила у них, быть может, кое-что. Пусть вашу милость взыщет Бог, найдя ей доброго супруга. Его великая услуга, что он мне в этом не помог. Как можно при такой головке? Где ваши книги? Покажите. Вот это, например, купите. Я уступил бы по дешевке, но речь в ней о моей судьбе. Вы к ней, конечно, безразличны. Язык довольно необычный. Не говорила я тебе? А это что? Вот не хотите ли пастух Филиды? Что ж, он мил. И Гальвес де Монтальво был его ученый-сочинитель, мальтийский рыцарь, поглощенный морской волной. А я тону грознее, повстречав волну. Вы книжник или вы влюблен? И я затруднился бы сказать, а то хотите Галатею. Я поручиться вам посмею, что лучшей книги не сыскать. Мигель Сервантес достославный писал ее. В морском бою он руку потерял свою. Я теряю. Он забавный. А вы? Жизнь и душу все сполна. Во имя новой Галатеи бесчеловечнее Медеи и холоднее, чем она. А это? Это Эспинель. Здесь что? Одни стихотворения, но при изящные суждения и превозвышенная цель. До гроба он умел страдать, он был, как я, любви подвижник. Вы кто? Влюбленный или книжник? Я затруднился бы сказать. Вот стихотворцы. Толстый том, но полный вздора, так и знайте. Того, что плохо, не давайте. Есть лучшее во мне самом. Вас? Жажда верить, обожать, все бросить в жертву нежной власти. Здесь выбор книг и цена страсти. Я затруднился бы сказать. Вот и гравюры появились. Гравюры лучших мастеров. Понятно и без лишних слов, что эти люди сговорились. Тот и другой всего скорее войти обманом пожелали. Пришли в костюмах, постучали и сняли маски у дверей. Послушай, Марта, где же он мир моего уединения? Они плутуют, нет сомнения. Дом прямо в площадь превращен. Как? Здесь он? Вы милый Бог. Валерию, вот так, скажите. Вы с чем пришли? О, с чем хотите. Все кладу у ваших ног. Посмотрим. Это что за лист? Атонис, писан Тициану, который дал пример всем странам как величайший портретист. Атонис, друг Венеры нежный. Когда б я мог сравняться с ним? Он умер счастлив и любим, я гибну в муке безнадежной. Мартин де Вос, отрада глаз, вот, Медевика, ведь чудесно. Мне это все не интересно. А нет божественных у вас? Есть, как же, высшего разбора. Вот, свадебное торжество. Нет, я не хочу его. Вы не хотите? Ах, сеньора, ведь вы окружены толпами, которым снится ваша да. И вот один проник сюда, и Дальго, покоренный вами. Ваш раб Валерию облачен в одежды низменного звания. Раз начинаются признания, то здесь имеется Атон. Я кавальер, и я богат, люблю, готов ума лишиться. Кто мне поможет расплатиться за этот милый маскарад? Урбан, Сеньора? сей же миг обоих этих всех товаров. Хотите, так берите даром, не жалко нам гравюры книг. Поскорей! Чего вы ждете? Спокойнее, без суеты. Вы мне постыдные листы, дурные книжки продаете. Полегче, мы уйдем и сами. Посмей так обращаться с сынами. О, вы жесточе всех на свете. И сердце словно твердый лед. Там у дверей какой-то третий с духами и помадой ждет. Заприте двери на засовы, беда тому, кто постучит. Урбан, о небо, Марта, шторы, и пусть вокруг все замолчит.
Святое небо покарало безумие ваше. Да, мой друг, и в довершение этих мук меня убить не пожелала. Моя душа полна отравы, ведь впрямь на колдовство похоже, что я сама в такой вот час позор свой ставлю на показ. Да будет проклят этот взгляд, который с первого же раза так ослепил два чудных глаза. Нет, пусть его глаза глядят. Я не хочу, чтобы они меня, увидев, пострадали. Ей-богу, чтоб они пропали. Молчи, тебе какое дело? Господь, храни его в беде. Ах, где ваш разум? Стойкость где? Куда все это отлетело? Где величавые черты вдовы, которая вздымала пред всеми строгое зерцало непогрешимой чистоты? Что это? Бурная волна или надолго? Я не знаю, я и сама не понимаю. Вдруг у меня душа больна. А вот и вы. Давно пора. Ужель-то служба долго длится? Нельзя же Господу молиться чуть не до самого утра. Сейчас вы Господа молили, чтоб ваше вдовство он сберег и... Оставь! Сеньору подменили? Да что ты? Кто бы это мог? Урбан, взгляни. Вон тот сеньор. Узнай об этом кавалере, где он живет и как зовется. Подстроить что-нибудь придется. Полезно при себе иметь перо, бумагу и чернила. Сеньор, когда б не дерзко было, Прошу. я бы хотел спросить, вы не записаны случайно в Святое Братство к юбилею? Нет, и весьма о том жалею. Я был бы счастлив чрезвычайно. Что это стоит? Вы внесете 1 реал. 2 за 2 примите. Ох, да примет их! Как ваше имя? Где живете? Камильо возле Сан-Хуана. Вы дворянин. Имею честь. Где б вашей милости присесть? Я очень чту различия сана. Я Флора. Так, пора обратно в церковь. В добрый час 2 новых брата есть у вас. Урбан, ты первый из плутов. Как и я, второго не найдется. Где он живет и как зовется, взять и узнать с его же слов. Итак, его зовут Камильо, сумевший мудрый в этом сходе. А что он кровью благороден, так это сразу было видно. Помилуйте взамен реала, никем тому не понужден, он уже выложил дупло. Но тратить так на что попало, не может быть худой породы. Ах, сколько тайных чар, таит в себе как щедрый дар, кто так изящен, как природы. Нет, больше я не в состоянии сгорать мучительно пламени. Не утаимую мечтой. Вы только слово нам скажите, мы рады сделать все для вас. Ты пригодишься мне как раз, вот что мне нужно. Говорите. Сейчас объявлен маскарад, и ряженых мы всюду встретим. Их тьма. Воспользовавшись этим, надень диковинный наряд и маску. И отправься прямо к тому сеньору. И тайком ему поведай, что по нем вздыхает молодая дама. И что узреть ее уста и восхитительные очи, он должен ждать в начале ночи у Королевского моста. И если он на зов ответит, ты приведешь его потом.
Так он запомнить может дом. Да и лицо мое заметит. Ты будешь в маске. На дорогу, чтоб он не мог смотреть вокруг, ты нахлобучь ему клобук. Так и дойдете понемногу. Томимый тяжким колебанием, между боязнью и желанием я движусь, как во власти сна. И воля словно сражена каким-то злым очарованием. Быть может, мой завистник жалкий, какой-нибудь безвестный враг придумал этот ловкий шаг, и ждут меня удары палки, а то еще удары шпаг. Но я вовек не возбуждал ничьей вражды. Со мной все дружны, на все эти страхи вздор ненужный. Кто никого не обижал, шагает смело безоружный. Что, если ангела лаская и сладостно прильнув к нему, я черту шею обниму, который гнусный вид скрывая, нарочно прячется во тьму? Что, если лысая старуха, оглохшая на оба уха, давно отвыкшая жевать, захочет мной повелевать, призвав на помощь злого духа? Но, кажется, сюда идут. Какой-то человек. Кто тут? Томимый тяжким колебанием, не вы ли новый мой приятель? Явился ваш доброжелатель. Безумцы так себя ведут. Никто не видит нас, Камилью. На свет звезды и луна. Хотя погасла, и она вас ждет небесное светило. Вам ночь блаженства суждена. Она, быть может, ангел Божий. Быть может, ведьма с мерзкой рожей, душа еще не страсть, а страх. Но раз я буду с ней в потьмах, ведь это же одно и то же. Ей сколько лет? Взгляну, пришите. Девица замужем, вдова. И знает тайны мастерства быть по заказу, чем хотите, на зло законам естества. Нет, не вдова и не девица, и не брошенная молодица, и не замужняя она. Тогда картина мне ясна. Старуха, чучело, гробница. Ну и хозяйка же у вас, когда я понял, так, как надо. Плут видно с первого же взгляда. Его хозяйка — дикобраз. Ну что ж, мой друг, пора и в путь. Где ваша сумрачная дама, чтобы на нее слепцу взглянуть? Далеко нам? Большой конец. Слепца вожатый в воду кинет, и страстный пыл его остынет. Терпение, господин слепец. Час испытания скоро минет.
да? Подай мне маску. Живо, живо. И ты надень. Вот это диво! Скажи Урбану, пусть войдут. Вот как счастливо мы прибыли в желанный дом. А ведь, пожалуй, что и так. Ступени были даже много. Подвиньте кресло ради Бога. Прошу вас сесть. Куда? Сюда. Кто это говорил сейчас? Моя хозяйка. С этих пор служанка ваша, мой сеньор. Пусть буду проклят 300 раз, но эту шапку я снимаю. Великий Боже, здесь темно. Поэтому мне все равно, и ваш проступок я прощаю. Оставь мне кресло рядом с ним. Я весь опутан волшебствами. Сеньор, я сяду рядом с вами. О, что за казнью я казним? Любовь святая, слепец, ушель мне душу зажигает. Любовь, что пламя из сердец, как сталь из камня высекает. О, дайте видеть вас воочию, а не в одном моем уме. Ведь мы уж больше не во тьме, когда огонь пылает ночью. Не опасайтесь же меня. Ах, если так, подать огня. Чтоб дивный клад был обнаружен. Где солнце? Там огонь не нужен, но солнце скрыто от меня. Вот и огонь. Ну что же это? Да тут все в масках. Все как есть. Прошу терпения, ваша честь. Ни в чем не приступать запрета. Кто эту маску только тронет, тот в клочья будет разнесен. Но тот оправдан и прощен, кто голову смиренно склонит. Я здесь не знаю никого, неужто начинать с укора? Не верить рыцарю сеньора, ведь значит оскорбить его. Я благородный человек, который вас увидеть вправе, который вашей доброй славе ничем не повредит вовек. Я не боялся, Бог свидетель, идти в неведомый мне дом. Я верил в вашу добродетель, шагая за проводником. Шагая за проводником.
проводником, шагая за проводником. Мне ваш призыв был, как приказ. Вошел я смело в эти двери. Сеньора, умоляю вас, сеньора, умоляю вас. Не начинайте с недоверия, не начинайте с недоверия. Или верьте в искренность мою, или сказки начинать не надо, чтоб я не знал мучений ада, раз я не вправе быть в раю, раз я не вправе быть в раю, раз я не вправе. Быть в раю. Фамилия улица не надо, что я так строго до сих пор. Перед вами женщина, сеньор, совсем особенного склада. Я вас увидела однажды, и моя душа прикрыла. Так больно, что не неистребимой жажды, неистребимой ни с кем, нигде, все это было, ни с кем, нигде, все это Неужели же, сеньора, так бессердечен ваш приказ? И кто достоин слышать вас, и кто достоин слышать вас, на вас поднять не смеет взор, поднять не смеет взора. Я благородный человек, который празднует здравие, который ваше знание, ничем не повредит вовек. Чем не повредит вовек, ничем не повредит вовек. Я благородный человек, который нас в праве, ничем не повредит вовек. Я этих благородный человек, нас платит по таким. Все поры
Вся всего построит, тут мне трудно, должен вам признаться, вести беседу, откликаться, не зная, как кого зовут. Я сочиню вам имена, чтоб не теряться всякий раз. Прошу, Сейчас, мой друг, сейчас. прошу, Дай мне вина, пью за хозяйку, ей почет. Камилью эту пью за вас. А эту, Марта, пью за вас, кто крепко любит, крепко пьет. сиди, слушай, нам сейчас дадут проспанья всем за раз. Я слушаю, пью за меня. Так как я буду названа? Диана, я объяснять не стану, чем вы похожи на Диану. Нет, все же, Ведь она луна, горит во тьме, боится дня, любит скрыть свои черты. Как заново, да слушай я слушаю, пью за меня. Выйда, как известно, она прислужница луны, а вы Меркурий. ты, имена и как прелестно. Меркурий сказано дразня, нет лучше баку с чашей хмеля. Сиди и слушай, вкусно миля. Я слушаю, пью за меня. Однако поздно вы идите. И маску снять вы не хотите. Ночь не последняя, Камиль, сегодня мы простимся так. Вот руку и колпак, сделаем так же все, как было. А поцелуй перед разлукой. О, счастье вместе с мукой. Привет.
Ну, конечно, лучше слышно, чем ощущение. Нет? А тебе зачем меняться? Не, ну рай поближе. Конечно.
спрашивала своих свободы про имя? Она мечтает, наверное, уехать куда-то. Наверное, да? Пошли походим. Ты бы сразу сказал, что я там думаю, какая. Это же этих забыли, что не наша напротив тоже собака большая. Что мы вот останем? Она там в яме. Сонька, Сонька. Сейчас посмотрю. Присмотрюсь. Соня на скрипочке. Молодец. Здравствуйте.
15 место. Да. Хотела гонять в Европу.
сына таится в доме у вдовы. Ведь как же только не смотри, снаружи ничего не видно. А стало быть, она бесстыдно его запрятала внутри. А богачка с гордым взглядом, всем отказавшая вокруг, она кого-нибудь из слуг кладет с собою ночью рядом и в предпочтение прочим слугам, наверное, именно Урбан. Бездельник умница Буян зачислен к ней сердечным другом. За ней он ходит словно тень, одет нарядно и богато. Со всеми он за панибрата, со всеми он за панибрата. А с ней он шепчется весь день. Не блудом, не верхом, не допущу и не позволю, чтобы этот выскочка упал у лучших молодых дворян украл законную неволю. Снейшая из всех картин, какой злодей, помилуй Боже, я полосну его по роже. Иначе я не дворянин, иначе я не дворянин. Я, сударь, человек сердитый, и пусть окажется при нем хоть 100 гигантов для защиты. Мы шпагами еще сверкнем, мы шпагами еще сверкнем, и он останется пришитый. Проткнуть скорей, проткнуть насквозь и вновь и снова пустить по свету без ноздрей. Схватить его и кожу снять живого. Схватить его, схватить его. А вот и он, как кто, Урбан. Отлично, выполним наш план. Умри, собака! Умри! Втроем на одного! Ну на кого же мы напали? Позвольте, это я, Том! Вы чуть меня не скромсали! Прошу прощения. Где же он? Он убежал. Догнать! Догнать и в клочья разорвать!
чудесный, мы отдохнем, ведь нам не к спеху. Хотел спросить я, как дела у вас с красавицей чудесной? А было то, любезный Флора, что после этой первой ночи, когда меня в потьмах водили как сокола или слепого, я был еще раз 6 или 7 в гостях у этой незнакомки. Но созерцать я мог при свете глаз моих и только. Я жаждал быть ночной птицей, подобно филинам или совам, чтобы, наконец, познать глазами обожествленные на ощупь. Я полюбил ее, не видя, или насколько видеть можно прикосновением, как слепые. А это горестно и больно. Я делал, чтобы ее увидеть, ведь я не так уж не находчив такое, что могло бы тронуть индейца, варвара, дракона. То говорят, что умираю с рыданиями и тяжким стоном, то яростно давая клятву не возвращаться больше. Напрасно было все. И крики, и взрывы гнева, и угрозы. Она невидима, а я сведен с ума и околдован. Чтобы это колдовство расстроить, фонарь возьмите потайной. Нет, Флора, твой совет дурной. Мне это жизни может стоить. А если взять кусочек мела и на дверях черкнуть тайком? Куда? С таким проводником? Уж вот кто действует умело. Мы на дворе, а он клянется, что мы не вышли из синей. Коляска. И 2 дамы в ней. А из коляски, мне сдается, сошла красивая вдова. И очень недурна служанка. Какая милая поляна. Тут вечно свежая трава. Камилью здесь. А я хотела вас только что предупредить. Могу вам чем-нибудь служить? Заговорить с ним можно смело. Здесь никого как будто нет. Благодарю за предложение. Вас окружать должно служение, как Аполлону этот свет. Я вправе вас сравнить со светом, который мне всего милей. И будь хоть изредка светлей, я был бы счастлив в мире этом. Свет высший, да. И самый ясный из всех, какие небосвод земле не спосылал с высот, пока не сделал вас прекрасной. Так жадно любят свет обычно слепые. Это от того, что мне недостает его. Хоть вам оно и безразлично. Вам что, любви не достает? О нет, вы так бы не сказали, когда бы мою сеньору знали. И дивный блеск ее красот. Что здесь правдиво и что ложно? Простор небес ее стезя, и увидать ее нельзя, к ней только прикоснуться можно. Она Диана. Как луна? Луна. Я вас не понимаю. Луны не трогают, я знаю, и всякому она видна. А я не вижу и касаюсь. Сеньор, вы не в своем уме. Я прикасаюсь к ней во тьме и все сильнее в нее влюбляюсь. Ну, а луна-то видит вас? Да, не бывает дня, чтобы не видела меня. А я Диану хоть бы раз. О, если вас Диана видит, то, несомненно, влюблена. Со мной приветлива она. И вас, поверьте, не обидит. А вы могли бы для другой ее забыть? О, как мне больно, что вы хотя бы и невольно вопрос мне задали такой. Вы самый странный из влюбленных. Я не слыхала про таких. И я не видывал других такой ночью окруженных. Прощайте же. Пусть много лет вас озаряет лик Дианы. Я и прощаю все обманы за этот несравненный свет. Вели себя как старики. Так отнестись к подобной встрече, не приударить с полной силой. Да ведь из-за такой вдовы, наверное, 1000 мертвых. Ты ошибаешься, мой милый. В сравнении с ангелом моим, ничтожны для меня и это, и все 8 чуда света, хотя бы я и нравлюсь им. Моя Диана — ангел, дива, бессмертный образ божества. Неужто ли так плоха вдова? Да ничего себе, смазлива. Мне так бы снилось наяву. Когда бы ты мою увидел, ты остальных бы ненавидел. Не знаю. Я бы взял вдову.
когда поет. И куда несет дары природа, и какой он грешнице идет, и какой он грешнице идет. Я выйду перед ряги, хоть невелики мои года. И я не скрою, что люблю я флягу, если там вино. А не вода. Сеньор, вы стали мало говорить о вашей милой незнакомке. Ах, добрый Флора, как же быть? Я вижу с ней всегда в потемках. Я до сих пор совсем не знаю, ни кто она, ни где живет. Когда в потемках обнимаю, кому я нежностью пылаю, сам дьявол тут не разберет. И мне, признаться, надоела пустая эта канитель. Я себе поставил цель разведать точно, в чем тут дело. Я разузнаю, кто же это глумиться смеет надо мной. Твоим воспользуюсь советом, фонарь возьму потайной. Терпеть я больше не хочу. С собой пару пистолетов на всякий случай прихвачу, и так узнаю все секреты. А я последую за вами от Королевского моста, где по ложбинкам, где кустами, шагов от вас назад полста. Так проведу я вас до дому, и не увидит проводник. А коли быть чему плохому, я буду с вами в тот же миг. Сеньор, скажите, как Диана в саду воспетая тогда? Мне с этой вдовушкой беда, как с меня берется Рьяна. Все эти странные богини всего лишь смутные мечты, пространство вечной темноты, неблагодатные святыни. Когда бы вы меня любили, Диана отошла бы прочь. Она без утренней ночи хочет, чтобы ее хвалили. Так вы увидели ее, не правда ли? И вмиг остыли. Нет, от бесплотности усилий остыло рвение мое. Когда б я видеть мог Диану, и будь она, как вы, прекрасна, я бы в нее влюбился страстно. Ах, вот как! Я вам лгать не стану. Вы перл в создании Творца. И, наконец, устать нетрудно, служа томительно и нудно какой-то даме без лица. Мне что ж, всю молодость провесть так безотрадно и безмолвно, лишь потому, что ей угодно беречь чувствительную честь, ей спать спокойно не дает боязнь молвы, косого взгляда. А если так, то ей бы надо держать гиганта у ворот. Весьма решительное мнение. Но там прохожие вдали, и я хочу, чтобы вы ушли. Вдруг небывалое презрение? Или вы, припомнить речь в саду, меня за ветреность казните? Сеньор, вы слышали? Уйдите. Что ж, злая вдовушка, уйду. Ах, боже мой, какой наглец! Сегодня ночью и конец! Увидеть, как все мужчины конец! Конец! Конец!
могу я скинуть свой колпак? Гасите свет. Ночная дама. Опять незримо и упрямо. Нет, я не в силах больше так. Я свой клобук снимаю сам. Я не могу открыться вам. Темно. Огня я не зажгу. Все остается так, как было. Пусть я утрачу вас, Камилью, я согласиться не могу. Но и глумиться всякий раз нельзя над рыцарем, сеньора. Мне все равно, пусть будет ссора. Вот свет, и я увижу вас. Не может быть, вы та вдова, с которой я так рад встречаться. О, горе мне, куда деваться? Душа для счастья вновь жива. Молю вас, опустите руки. Что за насилие, что за муки? Зависите там. Лечу. Мне все-таки обидно. Я разве враг вам? И не стыдно вводить меня в такой обман. Мне нужны эти два сапфира, рубины, перлы этих уст. Без них весь мир мне будет пуст. Их прелесть мне дороже мира. Их прелесть мне дороже мира. Зачем глаза ты мне закрыла, любовь запрятавши во тьму, затеяв эту кутерьму, когда сердцам все ясно было, когда сердцам все ясно было, все ясно было. Как все
безоблачных и долгих лет. Все, чем прекрасен этот свет, да пребывает с вами вечно. И мы желаем вам сердечно безоблачных и долгих лет.